эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. 10-11 мая кромка ледохода на реке Лени подойдет к территории Якутии. Регистрация на онлайн-шествие «Бессмертный полк» продлена. В Петербурге представили книгу с переводами песен о войне на языки коренных народов Севера. На реках Якутии наблюдаются процессы разрушения ледового покрова и повышения уровня воды с различной интенсивностью. За сутки ледоход на Лени продвинулся на 15 километров. Нижняя кромка льда находится в 20 километрах ниже села Красноярово Иркутской области. До границы Якутии остается 545 километров. Верхняя кромка зафиксирована в 15 километрах выше села Улькан. Протяженность ледохода составляет 35 километров. За сутки он продвинулся на 15 километров. На реке Лени подход кромки ледохода к территории Якутии ожидается 10-11 мая. В данное время в пределах Ленского и Алекнинского районов продолжается повышение уровня воды с интенсивностью от 10 до 50 сантиметров. В Якутии стартовала процедура общественного обсуждения проекта Конституционного закона республики о внесении в него изменений и дополнений. Напомню, данная конституционная инициатива была внесена в Государственное собрание Илтумен группой народных депутатов еще 12 марта этого года с целью усовершенствования республиканского законодательства в связи с принятием поправок Конституции Российской Федерации, выборы по которым прошли в минувшем году. И уже на 21 мая запланированы публичные слушания в форме расширенного заседания Постоянного комитета по государственному строительству и законодательству. В частности, депутаты убеждены, что в Конституции республики должны быть закреплены районные коэффициенты и северные надбавки. Сейчас звучат различные мнения, опасения о поправках в Конституцию Республики. И здесь хотелось бы отметить, что все изменения в Конституцию Республики Саха-Якутия связаны с принятыми в июле прошлого года изменениями в Конституцию Российской Федерации. Думаю, подавляющее большинство граждан уже знакомы с этими поправками и отчетливо представляют, что никакой угрозы нашей республике, самодостаточности народа, национальной культуре они не несут. Если у кого-то вызывает опасения упразднения Конституционного суда республики, то это происходит во всех регионах в соответствии с обновленной Конституцией Российской Федерации, в том числе в Татарстане и других регионах. Второй важный момент – это обсуждение изменений в Конституцию Республики, которые идут с декабря, с момента оглашения послания главы Республики Арсения Сергеевича Николаева, Государственное собрание Илтумен, и даже ранее с момента создания в Республике Конституционной комиссии в июле 2020 года. Хочу также отметить, что 12 марта этого года свою законодательную инициативу внесли народные депутаты республики, а затем 30 апреля глава республики. Процесс обсуждения продолжается, поэтому каждый житель республики может высказать свое мнение. По плану работы Илтумена сейчас идет общественное обсуждение, далее будут публичные слушания. Свои предложения можно оставить на сайте республиканского парламента или направить в правительство республики. Если говорить о местном самоуправлении, то предлагается включить в Конституцию Республики Саха-Якутия положение о единой системе публичной власти в Российской Федерации, в которую входят органы местного самоуправления и органы государственной власти. Эти изменения также связаны с поправками в Конституцию Российской Федерации и направлены как раз на усиление органов местного самоуправления. Подать заявку для участия в онлайн-шествии «Бессмертный полк» можно до 12 часов дня. Организаторы продлили срок записи в соцсетях. Заявку можно подать через мини-приложение ВКонтакте и Одноклассники, а также на ресурсе «Банк памяти». Прием на самом сайте проекта «Бессмертный полк» онлайн завершен. Уже от россиян подано 4 миллиона заявок, из них более 1 тысячи из Якутии. Их авторы получат уведомление о прохождении своих героев в онлайн-строю «Бессмертного полка». Отмечу, трансляция шествия пройдет сегодня в 15 часов по местному времени и во всех регионах страны. О времени прохождения вашего героя. В Петербурге звучали военные песни на языках народов Севера. Так, в северной столице решили отметить 9 мая. В концерте приняли участие представители национально-культурных центров Санкт-Петербурга и студенты из регионов. Они пели на своих родных языках.
В завершении программы песня «День Победы» прозвучала в хоровом исполнении на русском языке. Ключевым событием праздничной программы стала официальная презентация книги «День Победы» на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Сборник был выпущен при поддержке проектного офиса развития Арктики «Пора». В этом сборнике собраны уникальные лингвистические тексты, оригинальные переводы на 34 языках коренных малочисленных народов, включая диалекты и говоры. Всего здесь 50 оригинальных текстов. Песня «День Победы» для нас она священная. Для нас эта песня как гимн победы, да, для всех народов многонациональной России. Но когда мы слышим эту песню на родном языке, то это вдвойне волнительно и ответственно. Исторический парк «Россия. Моя история» запустил авторскую мультимедийную выставку «Вспомним». Она приурочена к годовщине Великой Победы. Выставка проходит в мультимедийных парках в 23 регионах России, в том числе и в Якутске. «Вспомним» – авторский проект о войне от первого лица, построен по принципу художественного фильма. Посетители начинают просмотр с 21 июня 41-го, последнего мирного дня, перед началом самой страшной войны в истории человечества. Посетитель выставки оказывается в коридорах Кремля, в блокадном Ленинграде, на передовой и в партизанском лесу, в эвакуации и концлагере. Завершает экскурсию зал Победы, где посетители могут пережить тот самый незабываемый весенний день. Чем дальше война, Великая Отечественная, Вторая мировая, тем люди забывают, память стирается. Но это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, история нужна для того, чтобы люди помнили о страшных вещах, об этой войне без прикрас и купюр. И чтобы население, поколение младшее помнило об ошибках прошлого и не повторяло. Вот поэтому и выставка называется «Вспомним». Члены экипажа Международной космической станции поздравили жителей Земли с Днем Победы. Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров отметили, что память о величии подвига солдат и тружеников тыла остается навсегда. День окончания Великой Отечественной войны определил будущее мирное развитие человеческой цивилизации. Американский астронавт НАСА Марк Ван де Хай присоединился к поздравлениям и пожелал всему человечеству мирного неба, крепкого здоровья, благополучия и радости. Дорогие друзья, сегодня, 9 мая 2021 года, мы, Олег Новицкий, Петр Дубров, Марк Ван де Хай, с борта Международной космической станции шлем всем жителям планеты Земля праздничный привет по случаю Дня Великой Победы. В этот день, 76 лет назад, закончилась Великая Отечественная война. Этот день по праву считается одним из главных событий 20 века, определивших будущее мирное развитие человеческой цивилизации. От всей души поздравляем планету Земля с Днем Великой Победы. Над Ржевским мемориалом советскому солдату прошло уникальное шоу. В небо над филиалом Музея Победы поднялись тысячи квадрокоптеров. Они выстроились в воздухе в фигуры, посвященные Великой Победе. Показали копию Ржевского мемориала и голубя мира. Акция приурочена к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Напомню, мемориал открыл 30 июня прошлого года президент Владимир Путин. Ржевский мемориал создан Российским военно-историческим обществом при поддержке союзного государства, Министерства культуры страны и правительства Тверской области. После открытия мемориальный комплекс стал филиалом Музея Победы. Вместе со всей страной 76-ю годовщину Победы готов праздновать единственный ветеран Нерюнгринского района Валерий Спиридонов. В марте этого года ему исполнилось 95 лет, но, несмотря на возраст, он до сих пор сохраняет бодрость духа и жизнелюбие. Каждый новый день у Валерия Спиридонова начинается с зарядки. Потом обязательный контроль давления и завтрак, который готовит он сам. Валерий Михайлович проживает в поселке Чульман около 50 лет. После смерти супруги вот уже 7 лет живет один.
это его решение. Родственники держат постоянную связь. Каждый месяц на пару недель приезжает дочь Ольга из Благовещенска. Администрация поселка ветерана вниманием не обделяет, интересуется здоровьем, нуждами и проблемами. Частым гостем в его доме бывает председатель Совета молодежи Иван Григорьев. Телефон вот со мной общается, мы переписываемся по WhatsApp с ним, спрашивает, как что, можно или нельзя прийти. Я говорю, конечно, приезжай, папа всегда рад. Ну, Иван такой философ, он, конечно, они тут есть о чем поговорить, у них общие темы для беседы. Вот, он такой интересный парень, вот, мне очень нравится, такой позитивный. В праздники и накануне Дня Победы гостей всегда становится больше. Навещают Валерия Спиридонова и социальные службы, и партийные деятели, и представители Якутуглестроя, где он работал, и сотрудники Транснефти. В 2019 году в гостях побывал Айсен Николаев. Все приходят с подарками и прекрасным настроением. Может, поэтому, кроме как на зрение и завсегдатую проблему с дорогами, ветеран ни на что не жалуется. Да всем доволен, как говорится. Только то, что глаза вот плохие стали. Ничего не поделать нельзя, ничего, никуда не пойдешь. Вот деревья и те, как говорится, плохо вижу. Не говорю там про что-нибудь. А так-то что, ну, грех, как говорится, жаловаться. Из 80 нерюнгринских ветеранов остался он один. В армию был призван в 1944 году в возрасте 19 лет. В мотоциклетном полку в Монголии служил телефонистом. Когда в 1945 году объявили войну с Японией, участвовал в сражениях за город Колган. Там, в Китае, и застал радостное известие о победе. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Неугасима память поколений и память тех, кого так свято чтим. В столице республики возложили цветы в память о воинах-якутянах. В мероприятии приняли участие председатель Госсобрания Илтумен Петр Гоголев, руководитель администрации главы республики и правительства Афанасий Владимиров, мэр Якутска Евгений Григорьев, народные депутаты и общественность столицы. Минутой молчания почтили память тех, кто отдал жизнь за свободу нашей Родины. Якутия из числа других субъектов Российской Федерации является одной из самых пострадавших. У нас из 62 тысяч воинов, которые были призваны в ряды Красной Армии, более половины не вернулось. Больше людей еще у нас погибло в тылу. Это страшные годы засухи и голода. И эти жертвы мы должны всегда помнить. В прошлом году мы отметили 75 лет и уже начинаем подготовку к столетию Великой Победы. На этом выпуск подошел к концу. Оставайтесь с нами.